Добрый день, с вами Заозерновская сельская библиотека. Сегодня, 18 октября, в Казахстане празднуется День духовного согласия. В 1992 году в Алматы по инициативе президента Нурсултана Назарбаева прошел первый Всемирный конгресс духовного согласия. Его участники приняли манифест, в котором объявили 18 октября Днем духовного согласия, Днем моратория на конфликты и столкновения, Днем поиска примирения, Днем милосердия и помощи ближнему. У этого дня статус национального праздника. Пока мир находился в поиске формулы общественного единства, Казахстан нашел и успешно реализует собственную модель межэтнического и межконфессионального согласия. Она строится на принципах дружбы, толерантности и совместного достижения стратегических целей. Единство в многообразии стало нашим общим достоянием, а согласие между этносами – нашим главным достижением, символом Казахстана, гарантией и основой успешного социально-экономического и общественно-политического развития страны. И только вместе мы сможем противостоять проявлениям конфликтов на национальной почве и на межконфессиональной почве. Что требуется от нас? Уважать веру ближнего, быть терпимее к этому, искать точки соприкосновения. Без сохранения стабильности внутри государства, дружбы и согласия между народами, населяющими страну, государству не состоятся. День духовного согласия призван для сплочения народа Казахстана вокруг своих традиционных нравственных ценностей. В эти дни должны еще громче прозвучать идеи толерантности и духовного согласия. Все это во имя мира и стабильности в стране. Наши главные религиозные праздники Курбан-Айт, Рождество Христово объявлены праздничными выходными днями. Перестают быть редкостью мероприятия, совместно проводимые представителями различных конфессий. Ни одна религия в мире не призывает к насилию, войнам, несправедливости и безнравственности. Суть всех традиционных для Казахстана вероучений – мир и справедливость, терпение и уважение ко всему сущему. Опыт Казахстана в упрочении уникальной казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия стал востребован мировым сообществом. Как часто говорит наш первый президент Нурсултан Назарбаев, мир и согласие – это главное завоевание нашей независимости. Именно завоевание, ведь ошибаются те, кто считает это единство данностью. Нет, это результат многолетнего созидательного труда нашего народа. Это богатство и достояние. Это ценность, которую мы должны охранять и беречь от любых посягательств. Без духовного согласия невозможно развитие Казахстана. Без него мы бессильны перед любыми глобальными вызовами. И сегодня это нужно признать на самых разных фронтах. Наша с вами сплоченность проходит испытания на прочность. В век информационных технологий наше сознание меньше всего защищено от влияния деструктивных сил, чья идеология базируется на неприятии многого, иного этноса, иной религии, иной веры, иного мнения. Картина их мира проста. Есть хорошая вера или нация, а есть все остальное. И молодежь, чье неокрепшее сознание не научено выявлять демагогию в сладких речах, которые льются на закрытых встречах, митингах, проповедях или в прямых эфирах на YouTube, часто попадает в эту сеть. В результате мы получаем столкновения на этнической почве, получаем сотни семей, которые возвращаются с фронтов далекой Сирии. Мы получаем теракты, уносящие жизнь невинных людей. И мы должны говорить об этом, мы должны осуждать эти вопросы и совместно искать пути их решения. В заключение еще раз хотелось бы отметить, что День духовного согласия – это день нравственного очищения и формирования новых этических приоритетов, начало которым было проложено на стыке тысячелетий нашей Родины, ее мудрым и мужественным народом. Поддерживая и утверждая новые традиции, способствующие духовно-культурному развитию нации, мы вместе продвигаем общечеловеческие ценности, тем самым открывая безграничные перспективы развития Казахстана в новом тысячелетии как территории мира и безопасности.